Древнее искусство изготовления чувашских музыкальных инструментов, похоже, имеет шансы на продолжение. Сейчас таких мастеров в республике единицы, в основном все они уже солидного возраста. Их печалит то, что среди молодежи нет последователей, кому можно было бы передать знания. Но, как оказалось, есть. Студент 3-го курса Чебоксарского музучилища Даниил Данилов делает инструменты, изучает их историю и настолько погружен в тонкости их создания, что знает, о чем говорил Страдивари. Молодой мастер познакомился с одним из самых опытных в республике – Виктором Черновым. А наша съемочная группа подглядела за встречей двух поколений. От горлового пения народов Севера до чувашских песен. Вся жизнь в музыке. Даниил Данилов вспоминает, все началось в детстве. В подвале дома у отца хранили советские гитары, и мальчик учился играть на них рок. Извлекать звуки так понравилось, что начал и сам делать инструменты. Были варганы, русские гусли. Позднее пришел к тому, что необходимо возрождать исконное чувашское искусство. На данный момент людям тоже нравится. Мы даже концерт в музыкальном училище отыграли на моих 2 домбрах. Хочу сделать еще несколько экземпляров. Хочу еще освоить изготовление чувашских гуслей больших. Даниил давно мечтал познакомиться с Виктором Семеновичем. Для начала мэтр захотел послушать, как его молодой последователь справляется с игрой. Виктор Чернов, как краевед-исследователь, занимается не только изготовлением, но и изучением чувашского искусства. Посвятил этому немало научных трудов. Духовые, смычковые, струнные, мундштучные, ударные. Он делает все. Еще и украшает свои изделия резными элементами. Чтобы создавать все это поющее хозяйство, надо обладать навыками столярного искусства и умением обрабатывать металл. С древесиной не все так просто. Если сосна или ель, значит, годичные слои должны быть перпендикулярны и параллельны. Параллельны да. Этому грифу. Не зря мастера мечтают раскрыть секреты идеального звучания скрипок Страдивари. Столько нюансов нужно знать. Какие породы деревьев звучащие, сколько смолы должно содержаться в бруске, какие сочетания допускаются для лучшего звука в одном инструменте. Как говорил Страдивари, то на верхнюю часть деки, то есть верхняя дека, она должна быть ель, а задняя – клен. Молодой мастер и дальше планирует совершенствовать свое искусство. Учиться у старших нужно еще многому. Наталья Егорова, Марина Корягина, Виктор Степанов. Вести Чувашия.